Абзера шәымаӡа телехәаԥшцәа ҩаԥхьа аефираҿы иҟоуп адырраҭара академиа. Есымзазнык ҳдырраҭараҿы ҳазааҭгылоит Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иаҵанакуа аинститутқәа рҿы имҩаԥысуа аусурақәа ртәы. Ԥхынгәымзазы Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидиум аилатәара мҩаԥнагеит. Заа иҟаҵаз ажәалагала инақәыршәаны иӡбан ҳинститутқәа рҵара уаа иалыркаарц хырхарҭак анаҩс апрезидиум аҿы уи азкны ажәахә ҟаҵазарц. Ари иҿыцу аԥшьгароуп Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиазы. Акыр ихадоу зҵаароуп абна тема. Абни, абнатәи нхамҩа рҿы иахьа иҟоу апроблемақәеи урҭ рыӡбаразы мҩақәас иазыԥшаатәуи уҳәа егьырҭ азҵаарақәа иазааҭгылан ажәахә аҿы. Уи ҟаиҵеит Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа актәи авице-президент академик апрофессор Сергей Михаил-иԥа Бибиа. Шыбзиақәа ҳаҭыр зқәу президиум Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидиум лахәылаҩцәа, ҳҵарауаа, ҳаспециалистцәа иахьа апрезидиум аилатәара ҳамоуп ишыжәдыруа. Ҳаилатәара зкуп адунеиаҿ еицадыруа специалист Сергей Михаил-иԥа Бибиа ажәахә ҟаиҵоит, нас иажәахә даараӡа актуалра зҵо иахьатәи ҳҳәынҭқарратә ҿиараҿы абни зку аусқәа зегьы ирызкны абна роль Аԥснадагьы адунеиаҿы абри азҵаара иазкны. Иахьа даара иаҳҭахуп иаҳҳәап ҳаспирантцәа, ҳҵарауаа аҿарацәа, иҿарацәан зыӡырҩы иаҳар. Убыс иҟаҳҵалоит аԥхьаҟагьы абри азалаҿы итәоугьы, итәамгьы, иҵегь ҳаспециалистцәа адокладқәа ртемақәа изаҳгоит. Убас еиԥш иҟаҳҵалоит Сергей Михайлович имшьҭа бзиахоит, уи уаҳа даҽакала дыҟаӡам. Уи аҟынтәи Сергей Михайлович иҭабуп ҳәа сҳәоит, уажәахә ала ҳахьалаго зегьы ҳазҿлымҳан ҳазыӡырҩып ҳәа сгәы иаанагоит. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, добро пожаловать. И огромное вам всем спасибо за то, что соизволили прийти, выслушать меня. Я прошу прощения. Доклад будет на русском языке, потому что содержание этого доклада содержит специфические там термины, которые невозможно так сказать, изложить ту мысль, ту цель, которую я хочу сегодня здесь выразить. Так, уважаемые коллеги, тогда позвольте приступить к изложению своего доклада. Тема доклада «Леса и лесное хозяйство Абхазии. Проблемы рационального использования». Я хочу еще обратить ваше внимание на то, я, конечно, могу это устно рассказать, но в устном рассказе будут многие вещи упущены, а здесь нужны подробности и, более того, точности изложения. Поэтому, видимо, я буду читать свой доклад. В докладе по результатам наших многолетних исследований лесов Абхазии и анализа литературных источников освещаются характеристика состояния, обосновываются важнейшие экологические функции, предлагаются способы повышения продуктивности лесов и приоритетные направления рационального их использования и охраны. Проблема охраны окружающей среды, рациональное использование природных, в том числе лесных ресурсов, оптимизация взаимоотношений человека и природы в глобальном, региональном и локальном масштабах все чаще выдвигается на первое место среди наиболее актуальных проблем современности. Долгие годы считалось, что лесные ресурсы – это запасы ликвидной древесины на корню. И леса вырубались хищнически, без оглядки на перспективу. Такой утилитарный подход к использованию лесосырьевых ресурсов во многих доступных регионах планеты привел к катастрофическим последствиям, к деградации лесного покрова и сокращению его площади. Такая тенденция господствовала при освоении лесных ресурсов в Абхазии. Основными проблемами лесного хозяйства в настоящее время являются внедрение эффективных способов рубок с использованием рациональной технологии лесосечных работ, восстановление коренных типов леса на лесосеках прошлых лет, повышение продуктивности и биоэкологической устойчивости лесов на биогеоценотическом уровне, сохранение водоохранной защитной роли насаждений.
Лесные богатства Абхазии играют важнейшую роль в устойчивом социально-экономическом развитии страны. Лесные ресурсы – это не только запасы древесной и недревесной продукции. На современном этапе пользования лесов на первое место выходит важность их природоохранных, природоформирующих, водоохранных, защитных, рекреационных и других полезных функций лесов. Особенно это актуально в горных условиях, в том числе и в горных лесах Абхазии, где более 75% площади лесов расположены в горных условиях. Они были отнесены к категории первой группы лесов с ограниченным регулируемым режимом пользования. Мнение большинства ученых едино в том, что концепция использования лесосырьевых ресурсов должна исходить из принципа многофункционального хозяйственного значения лесного фонда. Критериями многоцелевого лесного хозяйства должно служить неистощительность и постоянство потребления всех видов ресурсов с обеспечением, в первую очередь, сохранения и повышения средозащитных, водоохранных и других полезных свойств лесов. Такое хозяйство можно осуществлять эффективно лишь при условии, что лесохозяйственные приемы будут отвечать природе леса как целостного экосистемного биогеоценоза и при сохранении достаточной его устойчивости. В лесах Абхазии эти основополагающие принципы в лесоводстве не соблюдались. Леса Абхазии уникальны. Произрастают они в Колхидской ботанико-географической провинции, которая охватывает весь амфитеатр гор от Туапсе до Трабзона, обращенный к восточной части Черного моря. В силу ряда естественно-исторических предпосылок на территории Колхиды сложилась своеобразная система природных комплексов, которые нигде больше в мире не встречаются. Это один из мощнейших рефугиумов северного полушария. Наверное, не все знают, что рефугиум – это убежище древних представителей организмов, которые жили здесь в геологическом прошлом. Абхазия, как отмечает Николай Альбов, Альфред Колокольский, Зураб Адзенба и другие, является составной частью Колхидского флористического рефугиума и, самое главное, центром формирования ее автохтонного, реликтового, эндемичного флористического ядра. Следовательно, леса здесь являются хранителями и источниками генофонда разнообразия живого мира, в том числе реликтовых эндемичных видов флоры и целых реликтовых лесных формаций из пихты кавказской, сосны коха, сосны пицунской, бука восточная, дуба карфиса, каштана посевного, самшита колхидского, лапины крылоплодной, хурмы кавказской и других. К примеру, по результатам наших исследований, в дендрофлоре буковых лесов в Абхазии реликты составляют 90%, колхидские эндемики 32%, общекавказские 34%. Буковые пихтовые леса Абхазии являются самыми высокопроизводителями фитоценозами в Европе. Они могут образовывать насаждения с запасом древесины до 1500-2000 кубометров на гектаре соответственно. Лесная растительность Абхазии характеризуется вертикальной поясностью распространения, как и все горные системы. Леса произрастают от берега моря с влажным субтропическим до альпийского пояса с умеренно холодным климатом, до высоты 2200 метров над уровнем моря. И выполняют, как уже говорили, прежде всего, важные природоохранные функции. Вертикальная поясность распространения лесной растительности здесь носит следующий характер. Первый пояс смешанных субтропических лесов простирается по вертикали от берега моря до 500 метров над уровнем моря. Леса состоят из сосны пицунской, ольхи бородатой, дуба гартвиса, дуба берийского, лапины крылоплодной и других, и многих других. В настоящее время большая часть этих лесов вырублена и площади освоены под субтропические сельскохозяйственные культуры. Второй пояс каштановых лесов от 500 до 1100 метров. Каштановые леса из каштана посевного с примесью граба кавказского, бука восточного, клена красивого, ольхи бородатой, груши кавказской и других. В настоящее время каштановые леса сильно болеют, расстроены бессистемными рубками и находятся под угрозой исчезновения. Пояс буковых лесов от 700 до 1600 метров. Буковые леса из бука восточного с примесью дуба гартвиса,
граба кавказского, липы кавказской, ельма гладкого, пихты кавказской, ели восточной и других. В настоящее время большая часть буковых лесов пройдена рубками чрезмерной интенсивности, и их состояние в большинстве случаев неудовлетворительное. Четвертый пояс елово-пихтовых лесов от 900 до 2100 метров. Елово-пихтовые леса из пихты кавказской или нормана, или восточной с примесью бука, восточного ильма гладкого, липы кавказской и других. Большая часть площади этих лесов пройдены чрезмерно интенсивными рубками, и состояние их вызывает озабоченность. Пятый субальпийский пояс от 2000 до 2200 метров. Состоит из субальпийского редколесья из березы литвинова и повислой рябины буасе, иногда с участием бука восточного, клена траутветера и других, а также из субальпийского криволесья из рябины буасе, дуба понтийского, лещины колхидской, рододендра кавказского, черники обыкновенной и так далее. Растительность субальпийского пояса подвергается чрезмерной антропогенной нагрузке, вырубка древесных растений пастухами и так далее. Усиливается нежелательная тенденция снижения верхней границы распространения лесной растительности. Это очень такая отрицательный момент в истории природы. Был такой известный ученый Александр Иванович Тарасов, экономист, который получил такие данные. За 100 лет, последних 100 лет, верхняя граница леса в Абхазии опустилась на 7 метров. Это очень серьезная цифра. Альпийский пояс дальше идет от 2200 до 3500 метров. Представлен венниковыми, коротконожковыми, белоусниковыми лугами, а также зарослями из рододендрона кавказского, черники обыкновенной и другие. Растительность альпийского пояса используется под нерегулируемый выпас скота, нуждается в охране и рациональном использовании пастбищ. В этом растительном поясе берут свое начало многочисленные мелкие реки, которые в значительной степени пополняют дебет крупных рек Абхазии. Дальше идет нивальный пояс, простирается с 3500 метров до конца вершин в бассейнах рек Мзынта, Кодор, Мзып, Ингор. Такова вертикальный характер распространения наших лесов. В целом площадь лесов Абхазии составляет 527 тысяч га. Лесистость республики около 60%. К сожалению, сравнительно высокий процент лесистости территории не всегда отражает реальное состояние лесов страны. В этих лесах главным образом в буковых и пихтах в течение более 100 лет осуществляются рубки главного пользования способами и технологией лесосечных работ, не отвечающими природе этих лесов. Более 80% площади эксплуатационных лесов здесь пройдены условно сплошными, промышленно-выборочными, самовольными рубками, и они в значительной степени расстроены, низкополнотные, не могут возобновляться естественным путем, выполнять первостепенные экологические функции в полном объеме. Жизненная позиция многих реликтовых редких видов растений значительно ослаблена. Достаточно отметить, что из 62 деревьев и кустарников, произрастающих только в пихтовых лесах Абхазии, 10% отнесены к категории редких, исчезающих, занесены в Красную книгу СССР. В настоящее время, по нашим исследованиям, из 160 видов природной дендрофлоры Абхазии, еще 45 видов, вдумайтесь в цифру, нуждаются в различной категории охранного статуса и включения их в готовящую региональную Красную книгу Абхазии. Среди них такие реликты, как клен Сосновского, каштан посевной, лещина колхидская и многие другие. Сохранение таких растений возможно ли в тех лесах, в тех биогеоценозах, где они естественно произрастают. Поэтому, если не будут приняты меры по спасению еще сохранившихся девственных лесов Абхазии, то их ждет та же участь, что и девственные леса Европы, о которых с большой тревогой озабоченностью сообщается в работах крупнейших известных лесоводов Европы. В результате многолетних исследований влияния проводимых рубок и технологий лесосечных работ на ход лесообразовательного процесса после рубки, выявление характера естественного возобновления на лесосеках прошлых лет в различных типах леса, в горных, буковых и пихтовых лесах Абхазии, нами было установлено, что такие рубки не отвечают природе лесов и наносят серьезный ущерб их состоянию.
Так, в результате промышленно-выборочных рубок на лесосеках зачастую полнота древостоя снижается до 0,3, сомлус полога до 0,2. Чрезмерная интенсивность рубки достигает 50-70% от первоначального запаса древостоя. Согласно правилам рубок главного пользования, в лесах выборочного хозяйства снижение полноты и сомлуса полога древостоя ниже 0,5 не допускается. Интенсивность рубки по запасу не должна превышать 20-25%. Рубки нельзя было проводить на склонах более 30 градусов. Чтобы не быть голословным, приводим описание и характеристику лесосеки 40-летнего возраста в буковом лесу урочища Санчара в 12 километрах к северу от села Псхо. На лесосеке выявлено, что количество подроста главной породы, сохраненного во время рубки и появившийся после рубки на лесосеке, составило около 1200 экземпляров нога. Подрост на площади встречается неравномерно. Такое количество подроста на 1 га площади однозначно недостаточно для удовлетворительного формирования полноценного древостоя в будущем. Древостой расстроен рубкой. Потеряна ярусная структура, класс товарности снижен до 3. Разрушена естественная разновозрастная структура древостоя. Непрерывность развития древостоя в дальнейшем исключена. Чрезмерная интенсивность рубки может привести к смене главных лесообразующих пород второстепенным. Для восстановления продуктивного древостоя потребуется более 70 лет. Такие лесосеки можно восстановить лишь содействием естественному возобновлению или искусственным путем. Все эти факты указывают на неэффективность проводимых рубок в горных разновозрастных пихтовых и буковых лесах. Для улучшения хода естественного возобновления в таких лесосеках необходимы дополнительные системы мер по содействию возобновлению главных лесообразующих пород, в частности, проведение частичных культур из бука и пихты 3-летними саженцами. На лесосеках с полнотой менее 0,4 можно создавать также частичные культуры из ценных быстрорастущих иноземных древесных пород. Экспериментальными исследованиями ученых Абнилоса нашими исследованиями установлено, что для повышения производительности лесов Абхазии может быть рекомендовано до 25 видов ценных древесных пород. Многие из них уже используются здесь при выращивании лесных культур. Так, секвойя вечно зеленая, родом из Северной Америки, в посадках лесных монокультур на Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции образует 1478 кубометров на гектар. Ликвидамр смолоносный более 1000 кубометров и так далее. Наиболее продуктивная местная древесная порода пихты кавказская в естественных условиях в возрасте 50 лет формирует всего-навсего 350 кубометров на гектар. К сожалению, в целом на Черноморском побережье Кавказа преобладающим направлением использования горных дубовых, каштановых, буковых и пихтовых лесов колхиды все еще остается эксплуатация их для получения древесины, и в них осуществляются рубки главного пользования без правил. Здесь до сих пор доминирует так называемая экстенсивная модель лесопользования. В ее основе лежит освоение все новых и новых лесных площадей, получение дохода от промышленно-выборочных рубок при бессистемной наземной технологии лесосечных работ. В настоящее время мы пожинаем плоды от такого хозяйства в лесу. В результате неудовлетворительного лесообразовательного процесса, отсутствие значимых лесовосстановительных работ, уход за лесом в период его интенсивного роста, состояние лесного фонда неизбежно ухудшается. Все это результат многолетнего, неразумного, нерационального метода ведения лесного хозяйства в регионе. Ясно, что в этих лесах не обеспечиваются основополагающие принципы в лесоводстве, неистощительное, постоянное пользование лесными ресурсами. Лесное хозяйство в регионе находится в глубоком кризисе, и существующие проблемы имеют системный характер. Площади экономически доступных эксплуатационных насаждений практически исчерпаны. Перед лесозаготовительными компаниями проблема гарантированного обеспечения себя лесными ресурсами перешла в вопрос выживания. Следовательно, в лесной отрасли необходимы кардинальные реформы, которые бы обеспечили сохранение, сохранность и защиту лесов, переход к устойчивой системе управления лесами. На состояние лесов и лесного хозяйства, кроме антропогенных факторов,
и неэффективное управление лесами серьезное влияние стало оказывать и глобальное изменение климата планеты. По прогнозам ученых, к концу текущего столетия климат Земли потеплеет до 9 градусов. Последствия такого потепления никто сегодня не может предсказать. Влияние изменения климата на лесную растительность колхиды уже сегодня ощущается. Наблюдается увеличение интенсивности годовых осадков. Июль, август и сентябрь стали сильно засушливыми. Эти явления обусловили начало усыхания пихтовых лесов как на южном, так и на северном макросклоне Большого Кавказа. Никто не знает, какими адаптационными возможностями обладают основные лесообразующие древесные породы и формируемые ими биогеоценозы. Альтернативой экстенсивной модели является модель ведения интенсивного лесного хозяйства, обеспечения лесовыращивания, многоцелевого использования лесосырьевых ресурсов. Безусловно, уровень ведения хозяйства в горных лесах и возникающие связанные с ним проблемы находятся в тесной зависимости не только от природных условий, но и от социально-экономических, политических условий страны. В этой ситуации роль лесного законодательства страны и уровень культуры ведения лесного хозяйства становятся решающими. То, что в горных лесах Колхиды, в частности Абхазии, можно было и нужно осуществлять рациональное устойчивое лесное хозяйство, не миф, а реальность. В результате полувековых исследований ученых и прямыми экспериментами доказано, что в природе разновозрастных пихтовых и буковых лесов Кавказа, в том числе лесов Абхазии, больше всего отвечает выборочная форма хозяйства, в частности там добровольно-выборочные и комплексно-выборочные рубки при соблюдении лесоводственных требований к лесосечным работам. Они могут обеспечить непрерывность лесопользования, сохранение средозащитных и сырьевых функций лесов и их биологическое разнообразие. Отметим, что большое внимание этой форме хозяйства уделяют наши зарубежные коллеги. Выявлено, что биоэкологической основой выборочной формы хозяйства является разновозрастная структура лесов. Материалы изучения девственных лесов основным объектом рубок главного пользования свидетельствует о том, что древостой во всех группах типов леса характеризуется абсолютно разновозрастной структурой и сложным ступенчатым вертикальным строением полок. Насаждение в них отличается большой амплитудой колебания возраста от 1 до 500 лет, высоты от 1 до 60 метров, а диаметра до 2 метров. Отличительной особенностью таких разновозрастных лесов является непрерывный характер возрастной динамики, в процессе которой происходит смена отдельных старовозрастных деревьев или группу деревьев более молодыми. В насаждениях, как правило, всегда представлены все возрастные группы древостоя и подрост, благодаря чему обеспечивается устойчивость леса. Возрастно-восстановительный тип динамики путем смены отдельных отмирающих поколений новыми, более молодыми, которая характерна для темнохвойных лесов Европы, Черневой тайги, Сибири и Дальнего Востока, для девственных насаждений пихты Кавказского и Юго-Восточного не является характерной. Эти выводы чрезвычайно важны и должны быть учтены при разработке практических мероприятий при назначении рубок в лесу на Кавказе. Они опровергают ошибочный тезис о якобы развитии девственных разновозрастных насаждений пихты Кавказского и Юго-Восточного до перестойного, в кавычках, состояния. В общем, постоянный непрерывный процесс естественного возобновления, сложная возрастная структура древостоя – это, значит, залог процветания этих лесов на многие годы. Именно эти закономерности развития горных разновозрастных лесов Кавказа и Абхазии дают нам основания считать наиболее эффективное допущение, то, что мы говорили, добровольно-выборочных и комплексно-выборочных способов рубок в этих лесах. Однако любые способы рубок могут быть эффективными лишь при рациональной технологии лесосечных работ и соблюдении лесоводственных требований при ведении этих рубок. Основополагающие правила в лесной отрасли как не было до сих пор, так и не будет выполняться в ближайшем будущем по объективным и субъективным причинам. Недостаточное обеспечение материально-техническими ресурсами лесной отрасли, дефицит квалифицированных специалистов, лесоводов, неэффективность метода организации и управления лесными ресурсами страны. Если так пойдут дела в лесном деле и далее, то судьбе лесов Абхазии и Кавказа не позавидуешь. Следует отметить, что рубки главного пользования проводятся и в дубовых лесах из дуба берийского и скального в российской части Колхиды.
Рубки в дубовых лесах, к счастью, в Абхазии запрещены. Значительную площадь занимают в Абхазии леса из каштана посевного. Однако их фитосанитарное состояние в настоящее время крайне тяжелое. Каштан болеет по всему ареалу его распространения на Кавказе и в Европе. На территории Абхазии наблюдается усыхание как отдельных деревьев, так и целых участков каштановых насаждений. Ведущую роль в ослаблении и гибели каштановых насаждений играют грибные патогены. Наиболее вред наносит крифонектрия. Эффективные меры борьбы с этой болезнью для улучшения состояния каштановых насаждений до сих пор не разработаны. Немаловажную отрицательную роль в ухудшении состояния каштановых лесов сыграла и бессистемная форма хозяйства в них. В частности, в этих лесах долгие годы проводились приисковые самовольные рубки с целью заготовки ценной деловой древесины. При этом захламлялись места заготовки древесины порубочными остатками, что способствовало распространению болезни. С целью улучшения состояния каштановых лесов предлагалось введение в них санитарных, так называемых санитарных рубок. Однако на практике взамен больных и сухих деревьев вырубались здоровые стволы, что еще более усугубило состояние каштановых лесов. Каштан – реликт третичного периода. За миллионы лет своего существования он, несомненно, пережил немало природных потрясений и выжил. Но переживет ли нынешний вызов – большой вопрос. Безусловно, никакие виды рубок в каштановых под каким-либо предлогом нельзя допускать. Для сохранения и восстановления каштановых лесов на данном этапе необходимо регулировать побочное пользование в них. Это пастьба домашнего скота, сбор пищевых и лекарственных растений и другие антропогенные действия, ухудшающие условия произрастания каштана. Целесообразно обеспечение, подчеркиваю, естественное семенное возобновление каштана, а не порослевое, как, например, мы видели в Турции. А также введение селекционных работ по отбору в природе и размножению в культурах устойчивых форм каштана. Каштан посевной со статусом исчезающего вида должен быть внесен в региональную Красную книгу. Особую тревогу вызывает также состояние самшитовых лесов Кавказа. Основные массивы этих уникальных реликтовых насаждений сосредоточены в Колхиде, на Черноморском побережье Кавказа, в частности в Абхазии. Самшит колхидский редкий древний третичный реликт, формирует реликтовые биогеоценозы, имеет узколокальный ареал. Это мезофильная, кальцифильная, долгоживущая древесная порода с очень ценной твердой древесиной, которая пользовались с давних пор в практических целях и даже торговали на рынке Ближнего Востока. Нами в 2013 году в Абхазии, в Бзыбском ущелье, в 23 километрах к западу села Псху, было обнаружено 4 дерева самшита с диаметром на высоте груди 32-42 сантиметров и высотой до 18 метров. Это были самые крупные экземпляры самшита в природе. В настоящее время ученые и специалисты бьют тревогу по поводу массового усыхания самшитовых лесов на всей территории Кавказа и в Европе. Оно вызвано восточно-азиатским вредителем самшитовой огневкой. Предположительно, вредитель завезен на Черноморское побережье Кавказа из европейских питомников одновременно с посадочным материалом при озеленении территории Сочинского олимпийского комплекса. Уже полностью высохли знаменитая Хостинская самшитовая роща на территории Сочи, а также самшитники Пицунской, Скурчинской рощи в Абхазии и так далее. Специалисты по защите растений предлагают химические способы борьбы с этим вредителем путем опрыскивания растений с воздуха. Но самшит в естественных условиях произрастает в основном под пологом древостоя, а местами вообще в недоступном месте. Ясно, что химикаты не достигнут в полном объеме растения самшита под пологом, и эффективная борьба с вредителем вряд ли получится. Кроме того, использование химикатов в естественных условиях без знания последствий их влияния на экосистему в целом огромный безответственный риск. Остается только, к сожалению, созерцать с досадой и тревогой, как гибнут по вине неразумного человека самшитники, пережившие миллионы лет. Тут я маленькое отступление сделаю, потому что мы были недавно на семинаре, на международном семинаре в Турции, где начали проведение по линии Организации Объединенных Наций, где начали проведение меры борьбы по защите каштана и самшита. Но эти все меры в зачаточном состоянии, и пока говорить о каких-то серьезных результатах мало приходится. Незначительную площадь занимают в Абхазии леса из сосны Пицунской и Коха.
Однако значение их в сложении лесных ландшафтов региона существенно. Произрастают эти леса в наиболее населенной части региона, используются главным образом в рекреационных целях и подвергаются в связи с этим существенному антропогенному прессу. Особенно это заметно на примере знаменитой Пицунской сосновой рощи, произрастающей в окружении Пицунского курортного комплекса. Здесь, кроме отрицательного влияния антропогенного характера на состояние и динамику основных биогеоценозов сосны, серьезное влияние оказывают природные процессы. Экосистема сосновой рощи настолько уязвима, что малейшее изменение условий произрастания сосны приводит к наступлению лиственных мезофильных древесных пород и подавлению естественного возобновления сосны. Исключение влияния антропогенных факторов, содействие естественному возобновлению сосны, возможно, спасут рощу от исчезновения. Сосна коха в Абхазии произрастает озонально от 400 до 1200 метров над уровнем моря, небольшими разрозненными площадями в условиях местопроизврастания, где других древесных пород не могут оказывать серьезную конкуренцию. Естественное возобновление в этих лесах протекает удовлетворительно, и жизненная позиция сосны устойчива, если не помешает человек. Леса сосны коха выполняют главным образом защитные функции, и рубки в них запрещены. В заключение, подводя итоги вышеизложенного, следует еще раз подчеркнуть, что Абхазия – это прежде всего оздоровительный регион мирового уровня, поставщик чистой питьевой и минеральной воды, убежище реликтовых, редких, исчезающих видов флоры и фауны и растительных комплексов. Уважаемые коллеги, найти заменитель лесу как важнейшему компоненту биосферы невозможно. Для лесов Абхазии это основополагающее положение носит судьбоносное значение. Рубки главного пользования в этих лесах должны быть далеко не главным видом комплексного использования лесных ресурсов. Результаты наших исследований на протяжении более 40 лет, исследований других ученых дают основания считать недопустимым в дальнейшем введение в лесах Абхазии рубки главного пользования. В социально-экономическом отношении эти леса наиболее целесообразно использовать для сохранения благоприятной экологической обстановки, для развития субтропического лесного и сельского хозяйства, горно-курортного строительства, индустрии туризма и, что чрезвычайно актуально, для сохранения чистой питьевой воды, запасами которой еще богата Абхазия. В ближайшие годы водные ресурсы здесь могут стать одной из основных статей доходов страны. Без сохранения водоохранных и защитных функций лесов в полном объеме немыслимо сохранение качественных водных ресурсов. В то же время в этих лесах вполне реально осуществление рационального хозяйства и без введения рубок главного пользования на базе эффективного использования недревесной продукции и других ресурсов леса. Но для этого должна быть создана соответствующая экономическая предпосылка. Перед лесной отраслью нашей страны стоит серьезнейшая проблема, требующая научно обоснованного решения. Для этого должна быть разработана долгосрочная экологическая, социально-экономически обоснованная стратегия развития лесной отрасли страны. Ученые Абхазии совместно со специалистами лесного ведомства страны при поддержке со стороны государства могли бы приступить к решению такой задачи, такой программы. В первую очередь должно быть осуществлено лесоустройство в лесах Абхазии. Последнее лесоустройство было проведено в 1980-81 годах, то есть почти 40 лет назад. В мировой практике инвентаризацию лесов положено осуществлять раз в 10 лет. К великому сожалению, лесное ведомство страны не в состоянии решить эту проблему в ближайшем обозримом будущем из-за нехватки ресурсов и специалистов. Однако без материалов лесоустройства, проведения каких-либо лесохозяйственных мероприятий, тем более каких-либо рубок в лесах категорически недопустимо. Невозможно осуществление рационального использования лесосырьевых ресурсов. К сожалению, после Отечественной войны народ Абхазии государственное управление лесного хозяйства из-за тяжелой экономической ситуации в стране пришло в упадок. И не в состоянии осуществлять полноценное лесное хозяйство, не может заниматься лесовосстановительными работами. В результате ведения экстенсивного лесного хозяйства в течение последних 100 лет в лесу появились огромные площади низкополнотных, расстроенных лесных площадей, требующих восстановления. У лесного ведомства нет достаточных средств, нет специалистов,
техники, нет питомника для выращивания саженцев лесных пород. Лесная отрасль страны может развиваться успешно, лишь основываясь на современных научных достижениях. В структурном подразделении Государственного управления лесного хозяйства Абхазии функционирует Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция, коротко АБНИЛОС, которая в 60-80-х годах прошлого столетия считался одной из лучших по своему профилю в СССР. К сожалению, в послевоенные годы из-за отсутствия средств у лесного ведомства уровень финансирования научно-исследовательской работы АБНИЛОС существенно уменьшились. Объемы научно-исследовательских работ, число научных сотрудников и научно-технического персонала здесь сократились больше, чем наполовину. Закрылись лаборатории, не стало научного оборудования, нет средств на его приобретение. Осложнилась научно-практическая деятельность. Оставшиеся сотрудники из последних сил практически на энтузиазме стараются сохранить до бесценное научное наследие, которое оставило старшее поколение ученых. При скудных размерах финансирования, сохранение его, выполнение научно-исследовательских работ в полном объеме чрезвычайно затруднено. Безусловно, для решения актуальных задач лесной отрасли требуется серьезное вложение средств. Специфика развития лесного хозяйства следует отметить роль фактора времени. Для отдачи вложенного сегодня рубля, в отличие от сельскохозяйственного производства, требуется определенное время, притом немалое. Поэтому структуры государственного управления с неохотой вкладывают средства в развитие лесной отрасли. Однако в системе государственных задач роль лесной отрасли чрезвычайно высока. Без сохранения лесов, сохранения первостепенных экологических функций невозможно осуществление успешного социально-экономического развития страны. И это должны понимать не только ученые и специалисты лесного дела, но и вышестоящие чиновники. В настоящее время в мире научно и практически доказано возможность ведения интенсивного, рационального, прибыльного лесного хозяйства при разумном, научно обоснованном подходе к решению задач. Первостепенными задачами деятельности лесной отрасли и науки в ближайшем будущем следует считать это основательная структурно-функциональная реформа лесной отрасли страны. Повышение статуса лесного ведомства хотя бы до Государственного комитета охраны природы и лесного хозяйства. Когда-то было здесь министерство, а сегодня просто управление в структуре государства. В настоящее время нет даже в стране структуры, которая должна заниматься вопросами охраны природы. Улучшение материально-технической базы и повышение уровня научно-исследовательских работ АБНИЛОСа. Подготовка специалистов лесной отрасли. Обязательное осуществление лесоустройства на всей площади лесов страны. Изучение состояния лесов, пройденных низовыми пожарами, и разработка систем мероприятий по их восстановлению. Разработка научно обоснованной стратегии развития отрасли на перспективу. Переход лесного ведомства от практикуемой, навязанной функции лесозаготовителя к функции ведения интенсивного, рационального, многоцелевого лесного хозяйства, основанного на принципах использования недревесной продукции леса. Обратите внимание на следующий пункт. Функции рационального использования охраны всех видов древесных и недревесных ресурсов на территории лесного ведомства – это пчеловодство, выращивание и заготовка корма для скота, заготовка древесины и лекарственного сырья, грибов, организация охотничьего хозяйства, использование водных ресурсов, организация лесного туризма и многие другие. Все заповедники и национальные парки должны быть переданы полностью в ведение лесного ведомства страны. Это единственный момент присутствия понять суть лесной отрасли, суть лесной роли нашей страны. И назначить человека ответственного за выполнение всех этих судьбоносных проблем. Мониторинг и контроль за сохранением рационального использования лесных ресурсов должен осуществлять служба экологической безопасности страны. В системе лесной отрасли должен быть организован полноценный производственный питомник на площади не менее 20 га на гипсометрической отметке 500-600 метров над уровнем моря для выращивания посадочного материала основных лесообразующих древесных пород с целью восстановления изреженных площадей лесов, в том числе для выращивания новогодних елок, для реализации населения, чтобы они не вырубали живые наши пихты. Для нормального, эффективного, прибыльного функционирования лесной отрасли региона необходимо четкое понимание со стороны руководства страны
той огромной роли лесов и важности сохранения и осуществления в лесах рационального хозяйства для устойчивого развития страны и соответствующее адекватное финансирование отрасли. Позвольте на этой грустной ноте, но с оптимизмом на будущее завершить свой доклад. Будем надеяться на то, что в ближайшем будущем руководство страны и прежде всего наш народ осознают ту огромную неоценимую роль, которую играют леса в социально-экономическом развитии страны, в благополучии каждого из нас и повернуться лицом к проблеме сохранения рационального использования лесных ресурсов Абхазии. В заключение я хочу огласить одну такую надпись у входа одного из национальных парков Европы. Называется она «Молитва леса». «Человек, будь милостив, не губи меня, я даю тебе кислород, продукты питания, без которых ты жить не сможешь. Оберегаю водоемы, из которых ты черпаешь питьевую воду. Кроны моих деревьев укрывают тебя от знойного солнца в пустыне. Я оберегаю тебя от врагов. Я крыша и входная дверь твоего дома, люлька, в которую тебя укладывали в детстве, крыша твоего гроба. Будь разумным и помни об этом всегда и не уничтожай меня. От себя хочу добавить, что человек изначально появился в лесу, и лес вправе требует от человека человеческого отношения к себе. Спасибо за внимание, спасибо за терпение. Сергей Михайлович, у меня два вопроса. Первый заключается в том, что у нас нет элементарной охраны лесного хозяйства от браконьерских рубок. Кто где хочет, сколько хочет, в неограниченном количестве рубят. Никто их остановить не может, никто их задержать не может. При такой постановке никакие лесовосстановительные работы не помогут. Это надо остановить. Какие ваши планы, какие ваши задумки в этом направлении? Второй вопрос касается лесных пожаров. Раньше, вот вы хорошо прослеживаете, были лесные пожары, нет, или человечество в связи с потеплением климата дальше ежегодно будут наблюдаться на территории Абхазии лесные пожары. Как с ними, значит, бороться, насколько они наносят серьезный ущерб, кто-нибудь считает, меряет, измеряет, и причины возникновения лесных пожаров? Спасибо за вопросы. Они очень актуальные, они очень интересные. Частично их ответил я в своих докладах. Я сказал, вот реорганизация лесной отрасли, и организация лесной отрасли, в которой бы входила функции защиты природы, это один из таких моментов. Если мы не создадим механизмы, то силами оружия, силами кулаков в Абхазии ни к чему мы не приучим. Если у этого лесного ведомства будет наделено право задержать этих людей, охранять все объекты, на которые расположены все виды объектов на лесной территории, потому что лесовод является хозяином леса, понимаете? Это не нами сказано, это издревле, это исторически обоснованное, так сказать, явление. Поэтому лесовод, лесная отрасль должен отвечать за все эти ситуации. Но он должен иметь функции, он должен иметь экономическую базу. И он должен иметь специалистов лесного дела. У нас их страшно, катастрофически не хватает. Продолжая этот термин, говорю, что Владислав Григорьевич в 2002 году основал в рамках университета нашего кафедры лесного хозяйства и ботаники, где мы выращивали, так сказать, воспитывали лесоводов с планкой их подготовки намного выше, чем в российских вузах, так они оценивали, которые мы приглашали оттуда председателей ГЕК. И что вы думаете? Всего 4 человека, если не ошибаюсь, работают в лесной отрасли по своей специальности. Остальные ушли в Амабай, ушли в таможенную службу, ушли там в какие-то другие места, и где они им больше платят. А в лесном ведомстве бюджетная организация не могли платить больше 2000 рублей. Слушай, молодой парень, он должен жениться, он должен куда-то пойти, с друзьями посидеть. Этих возможностей не было.
Вот такая вот очень тяжелейшая ситуация, к сожалению, но специалистов надо создавать. Настолько упал престиж лесной отрасли, что Абхазия получает лимиты, понимаете, для подготовки специалистов лесной отрасли. Никто не пошел. Лимиты свободные. Более того, у покойной вашей слуги очень много близких друзей среди лесных вузов России. Мы могли бы там помочь, мы могли бы их бесплатно направить. И все это самое. Но что будешь делать? Не хотят, им лучше сегодня идти, видят по примеру своих старших, что лучше идти там заготовить сегодня, то есть вырубить лес и продать налево, или там заготовить елку и продать направо. Но насчет елок, здесь у нас только очень много елок завозят из, так сказать, из российской территории. Если вы видели, там в основном елки, а елки у нас практически не растет, у нас вырубают на новогоднюю елку пихту. Но пихты там меньше, всегда елки присутствуют. Конечно, есть. Но если не ошибаюсь, тут Савелий Михайлович здесь сидит, его служба бегает, насколько это может. Но состояние очень сложное, очень тяжелое. Хочу какой-то частный сектор или государство, что имело вообще. И в каких вырубка шла размерах. Какая-то справка, что ли, на эту тему понятия существует вообще. И уека. И да, абна ярахайп нархо. Врел хей. Пшеничный процент аж харахо бихо хабна квара. Арах лбая казтги, что халды хазары. Как раз враг снилы. Лбая казтги, брякала на хабра каги, а мичку шахга зепши, емча халды хазары, ну что. Вы зобжись абнаха так к счастью рахачу. Фини живешь в Сарапке, шахни живешь в Сарапке, Селезнев, Адован, Аджепснух, долгие дни, и вход ежи такие дарами, путешествия вокруг Кавказа, в толгескны и лой, убрай, Индия совсем не есть, а в толс базе, что проходит Индия, а в толс базе, Индия дейше процесс вяна гоме, то есть, а все баракун дезчус, убрат абнакое, балоеха. Это было заще, может, и Павходска. А бешрештах голос вот Баграт Василий Песарей Хансазу Бусхани Хатса Гизи Геха Уитсей Аштаха Бакра Хантагала Владислав Григорьевич Ханипкин Хайхи Ишпа Ахцари Хит Абыркша Амнин Соди А милиция охрана Зухин يعني حكل ربي حيتك أحسر ربي حيت أحسر ربي حيت ترجعت أحتخوك راح تحتخوك مش حمد زم يخلوزر يخند زغال شوبري أبقرا بتك أحسب أبوس كان بحث فيت أبرا أبنا جانا خوز زوازي حراه نيب يحيد أبوس كان أبري يجيب نزك شوكسك وهاي حمكن قرا ألر يروبريك يخلبشني فرقر يها وجيك يحال شرقلود أخواها يوام أبريخ وها همنقاتها حزم قطعتها يحيد أبوس كان يقال при абне захчо, абне за зеге бюджетной организации то. Абри апара хинкара яма, ераха хинкара канте пара у ярирудзо, расход по гонетаху. А жут яказамио абнамио козигюкцаль. А технику рыма зарзег еви, трактор рыма, а машина рыма зарзег камить епсо, а барзег фальцаров зегизег вывзя селырджичер карта зелер. Увизам чирмац. Ах يقام شلا يخشى خوشي زرمش كروانه أبخ أثريتو أخبريجا خوشو بس حصار يجار تشرج ياكي رزق هذا أبري ريفورم يحفظ أبري قرم زبر أبري إلكار قملا يحبر قمكي إلكار قملار حواجلار إلرم كارموشني وخذ قصص يخشى حنا تقولن دروج بحق عليه تشيبه حلات تقولن يبقني حما نحصوت أدقح يزاج آخر پخود، هج پخود، یکوزی پخود، هری شهر خوان و بسه.
аха абри анызкыло аӡәы дыҟазароуп, структурак ыҟазароуп, иӷәӷәо структура. Ну, во-первых, я хотел сказать, что если бы леса не было, и нас бы не было. Вообще. Сегодня мы бы не заседали, потому что не было бы сельского хозяйства, не было бы металлургии железа, ничего не было бы. Человек бы влачил жалкое существование, если он бы выжил. И вот недаром в свое время Сергей был в авангарде тех людей, которые боролись за лес, за его хорошее состояние, за его будущее. Я понял из доклада, что у него этот запал остался такой же, как и был, я помню это время. И вот доклад был очень интересный, и мне бы хотелось, это в качестве пожелания, чтобы он сделал выжимку и в качестве какой-то справки преподнес нашему руководству. Ажәахә иазыӡырҩыз ажәалагала ҟарҵеит иара аҭыжьразы. Иазгәарҭеит ари нахысгьы ас еиԥш иҟоу аԥшьгарақәа адгылара шаҭатәу. Акыр иаԥсоу ҳтелехәаԥшцәа ҳдырраҭарах ҳаркәшоит анаҩстәи ҳаиқәшәара аҟынӡа абзиараз.